Сегодня брат приходит в религию и начинает смотреть на всех так, что эти куфары, эти заблудшие, эти пойдут в адский огонь. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Кто сделал тебя пророком, братан? Да даже пророки так не делали. Каждый из вас заблудший, кроме тех, кого я веду прямым путем. Аллах не нуждается ни в ком. Ни в ком. Даже не думайте, братья. Сегодня такое есть у людей. Аллаху Акбар. Брат поехал в хадж, а когда вернулся, ты уже не можешь называть его Мухаммад. Он Мухаммад Хаджи. Брат, я был в хадже. Так что уж, пожалуйста, называй меня Мухаммад Хаджи. Да ладно. Да ты что? Ты что, думаешь, если ты совершил хадж, ты вдруг стал особенным перед Аллахом? Вот такое у тебя высокомерие к Аллаху? И люди раздражаются. Брат, я потратил 10 тысяч долларов. Я пожертвовал семьей на 2 недели. Я вернулся, и ты называешь меня Мухаммад. Я Мухаммад Хаджи. Пророк Аллаха в достоверном хадифе говорит сахабам, говорит величайшей умме из тех, что ходили по земле, говорит вашим отцам, говорит умме, которая с радостью отдала свои жизни ради довольства Аллаха. Люди, которые совершали величайшие самопожертвования и при этом считали себя самыми ничтожными людьми. Ты не сделал ничего, а думаешь, ты на высоте. А они сделали все, а считали себя ниже плинтуса. Пророк Аллаха, говоря с ними, сказал: никто из вас, с кем он говорил? Сказал: никто из вас не войдет в рай через свои дела. Никто. Люди ходят так, как будто они уже обитатели рая, машаллах. Восхищаются поклонением шейхов. 100%, брат. Этим людям Фирдаус не иначе. Пророк Аллаха сказал сахабам: никто из вас не войдет в рай через свои дела. Никто. И они спросили: о пророк Аллаха, даже ты? Он сказал: да, даже я. Да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим муджахидом был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим учителем был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим отцом был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим мужем был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшее милосердие и человечность были в Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Величайший раб, поклонявшийся Аллаху всемогущему велик, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайший посланник, исходивших по земле, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим пророком из когда-либо получавших откровение был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшее творение, когда-либо созданное Аллахом, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И он сказал: даже я. Кроме как, если Аллах всемогущий и велик проявит свою милость ко мне. Даже я. А люди считают себя особенными. Пророк Аллаха рассказал о человеке, который поклонялся Аллаху 500 лет. 500 лет он поклонялся Аллаху. И когда он встал перед Аллахом, Аллах, пречист он Всевышний, сказал ангелам: введите его в рай по моей милости. И человек сказал: воу, воу, воу. О Аллах, я ценю предложение. Ты сказал, что хочешь ввести меня в рай по твоей милости, о Аллах, но я не хочу входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам, о Аллах. О Аллах, я поклонялся тебе 500 лет. 500 лет, о Аллах, я поклонялся тебе. И я не хочу входить по твоей милости. Я заработал. Я пахал. Каждый день я поклонялся тебе, о Аллах. Не для того, чтобы стоять здесь и входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам. Аллах сказал: ты хочешь войти по делам? Ладно, без проблем.
И всемогущий великий Аллах прикажет ангелам, скажет: принесите весы. И скажет: положите 500 лет поклонения этого человека на одну чашу весов. И положите только лишь одну лишь милость, данную мной ему, нервно данную мной ему. Возможность видеть глазами, только это, ничего больше, ничего больше. Лишь положите милость, данную мной ему. Способность видеть глазами, положите ее на другую чашу весов. Одна лишь милость способности видеть перевесит 500 лет поклонения. И Аллах скажет ангелам: возьмите его и бросьте в огонь ада. Тогда и только тогда он скажет: о Аллах, пожалуйста, о Аллах, пожалуйста, я буду доволен твоей милостью. Я доволен твоей милостью, о Аллах. Аллах не нуждается ни в ком, мои братья. Милость зрения. Сегодня мы забылись. Сегодня мы забылись, сегодня мы думаем: я что? Что чтобы видеть, мне нужна пара глаз. Ошибаетесь, потому что у миллионов в мире есть глаза, но они не видят. Это Аллах позволяет видеть. Вы думаете, чтобы слышать, нужна пара ушей. Ошибаетесь, потому что миллионы в мире имеют уши, прикрепленные к головам, но они не слышат, братья. Это Аллах позволяет вам слышать. Сегодня ты думаешь: для ходьбы мне нужна пара ног. Ошибаешься, миллионы по всему миру имеют ноги, но не могут ходить. Это Аллах, один Аллах позволяет тебе ходить. Аллах, не ты. Аллах, не ты. Аллах не нуждается в тебе, мой брат. Аллах не нуждается во мне, не нуждается в нас. И мы должны это понять, потому что это акида. Ты должен знать это, чтобы в поклонении всегда быть смиренным. Когда поклоняешься, никогда не гордиться. Поклоняясь, не проявлять высокомерие, потому что ты знаешь, что в любое время я тот, кто я есть, только по его милости. Только по его рахма я тот, кто я есть, а не по причине своих дел. И чтобы знать глубоко, с якином, с убежденностью, что Аллах царь царей, не нуждается ни в ком.